Со дня проведения Совета безопасности, на котором были рассмотрены вопросы по противодействию коррупции в надзорных, судебных и правоохранительных органах, прошло чуть больше месяца. Секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев рассказал о том, что сделано за этот период. В решении Совбеза 45 мероприятий, большинство из которых направлены на предупреждение и искоренение коррупции в госорганах. По этим 45 мероприятиям установлены различные сроки исполнения. В частности, ГКНБ и ГСБЭП до 1 марта было поручено предоставить Генпрокуратуре и секретариату Совбеза перечень ранее приостановленных уголовных дел, что и было сделано. Эти материалы или перечень уголовных дел поступили в секретариат Совета Безопасности. После их предварительного анализа они были направлены президенту Кыргызской Республики 12 марта 2018 года для того, чтобы он владел информацией по именно перечню этих уголовных дел. До 1 июня по перечню ранее приостановленных уголовных дел руководители правоохранительных органов должны предоставить дополнительную информацию о ходе расследования. После чего президентом Кыргызской Республики будет дана уже оценка о том, насколько эффективно реализуется само решение Совета Безопасности, а также что проводится правоохранительными органами по улучшению, по повышению эффективности расследования и выявляемости экономических, должностных, коррупционных преступлений, а также преступлений, связанных с хищением государственной собственности. Также началась работа по подготовке проектов законов, предусматривающих лишение всех льгот и социальных гарантий сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов в случае их увольнения за совершение преступлений, связанных с коррупцией, а также хищением государственной собственности. Также предусмотрено, если эти лица будут привлечены к уголовной ответственности в обязательном порядке, в отношении них будет избираться мера пресечения в виде заключения под стражу. Также предусмотрено то, что в случае вынесения судом обвинительного приговора оно должно обязательно сопровождаться с конфискацией имущества, нажитого тем обвиняемым или подсудимым или осужденным, конкретно уже в нашем случае, который заработал это имущество в течение нахождения на занимаемой должности в системе правоохранительных, надзорных или судебных органов. В решении Совбеза предусмотрено внедрение механизмов проверки деклараций о доходах и расходах сотрудников органов и членов их семей путем принятия ими обязательства о раскрытии банковской, налоговой и таможенной тайны. Секретариат Совбеза совместно с Государственной налоговой службой доработал соответствующий проект постановления правительства. Декларирование имущества в соответствии с теми законами, которые у нас приняты. Кроме того, мы хотели сказать, что там предусмотрено, что необходимо заработную плату сотрудников правоохранительных, судебных и надзорных органов полностью перевести в безналичный расчет. Сотрудники правоохранительных, надзорных и судебных органов, а также члены их семей запрещено приобретать какое-либо имущество в безналичной форме до 100 тысяч сомов. Отдельно Дамир Сагынбаев остановился на обращениях граждан. По его словам, после вступления в должность президента Сооронбай Жээнбеков поручил взять под строгий контроль каждое письмо и обращение граждан, поступающие в аппарат президента. Жээнбеков и сам не раз говорил, что лично изучает обращения. Заявления, которые поступают на имя президента, они перенаправляются. То, что касается правоохранительных органов, непосредственно в секретариат Совета Безопасности. Сотрудники или инспектора секретариата Совета Безопасности тщательно изучают данное обращение и заявление, и на основе того, в чью компетенцию входит рассмотрение этого обращения, направляется в соответствующий государственный орган. При этом, соответственно, мы прописываем конкретные резолюции и указываем, на какие необходимо обратить обязательно моменты в этих доводах. Борьба с коррупцией продолжается, отмечают эксперты, и заседание Совбеза стало началом нового витка в этом направлении. С начала марта ГКНБ произвел ряд громких задержаний чиновников, которые обвиняются в коррупции. Кроме того, раскрыты схемы в налоговой и таможенной службах. Возбуждены уголовные дела по факту хищения бюджетных средств. Мы уже при предшествующем президенте Атамбаеве
увидели, что в принципе неприкасаемых людей нет, вне зависимости от того, кто какую должность занимает и какой партийной принадлежности он относится. Вот. И в данном случае новая волна, которая идет по продолжению коррупционных схем, уничтожения этих коррупционных схем, мы понимаем, что неприкасаемых нет и не будет. Вот. Самое главное, что вот есть в бизнес-сообществе, это понятие, что есть политическая воля наводить порядок. Если не контролировать, не мониторить решения Совета Безопасности, то все таки останется на бумаге. Поэтому очень важно, чтобы народ знал об этом, был информирован, и чтобы мы получали четкие сведения, что борьба не только объявлена, но она реально реализуется. Опираясь на информацию об уходе 4 сотрудников Совбеза, журналисты поинтересовались, насколько обоснованы домыслы о конфликтах в самом секретариате. Из этих 4 сотрудников 2 сотрудников переведены на другие должности в структуре правительства или аппарата правительства. И когда они ко мне обращались с соответствующими заявлениями, они комментировали следующее, что им необходимо получить дополнительный опыт работы непосредственно в правительстве, в органах исполнительной власти. 3 сотрудник, он написал заявление в связи с тем, что считает целесообразным сейчас заняться уже своей личной жизнью и непосредственно хозяйственной деятельностью. И я полностью исключаю, что существует какой-то конфликт в секретариате Совета Безопасности. Заместитель секретаря Совета Безопасности, он аргументировал свое решение о том, что в связи с недостаточной заработной платой он считает целесообразным сейчас заняться уже хозяйственной деятельностью, предпринимательской, экономической. Также секретарь Совбеза ответил на вопрос, наблюдается ли сопротивление в борьбе с коррупцией. Сагынбаев отметил, что лишение соцгарантий, конфискация имущества, уголовное наказание в виде лишения свободы и ряд других профилактических мер, предусмотренных в решении Совбеза, не могут не повлиять на создание нечистых на руку чиновников. Получаю определенную информацию о том, что есть определенные должностные лица, которые не высказывают какую-либо угрозу, они наоборот видят очень мрачную свою перспективу, если они дальше будут продолжать свою коррупционную деятельность. И поэтому у них возникает вопрос, надо ли им дальше проходить службу в системе правоохранительных органов, в системе надзорных органов, либо в системе судебных органов. Подобные пресс-конференции с промежуточными отчетами о проделанной работе по решению Совбеза будет проводить не только секретариат, ежеквартально отчитываться перед общественностью и подробно информировать об оперативно-служебной деятельности, порученной Генпрокуратуре, ГКНБ, МВД и ГСБ. Нургуль Саматова, Бактурсын Дюшенбеков, Улан Сатиев, Общественный Первый канал.